я хотела сказать о том, что включение детей с ограниченными возможностями начинается с раннего возраста, а именно с раннего выявления беременности матери в родильном доме, в организациях первичной медико-санитарной помощи. То есть это должен быть планомерный, системный подход к выявлению этих детей и взаимодействию с системой образования. Все это есть в законе о социальной медико-педагогической и коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями, которые нужно, чтобы государственные органы, как местные, так и на правительственном уровне поняли и пытались это реализовать. Я хочу сказать, что центр по своей структуре, он уникален, потому что есть практическая служба, это реабилитационный центр, это отдел информационного и методического обеспечения системы специального образования, который должен заниматься аналитикой, состоянием специального образования, видеть тенденции и давать своего рода рекомендации Министерству образования, исполнительным органам о том, правильно ли движется, что не так и так далее, начиная со статистики. И, конечно, это была первая психолого-медико-педагогическая консультация, которая является важным звеном в системе диагностики консультативной службы, начинающейся с скрининга развития психофизического, офтальмологического или аудиологического скрининга. И вот должно быть взаимодействие между системой здравоохранения и психолого-медико-педагогическими консультациями, находящимися в системе образования. Я еще раз желаю больших успехов нашему центру.